Как правильно платить налоги и не стать должником? Этот вопрос стал поводом для встречи журналистов с судебными приставами и сотрудниками налоговой службы Коми. Они продемонстрировали представителям СМИ, как через сайты ведомств можно узнать о задолженности и погасить ее. Тема возникла не случайно. 30 апреля заканчивается декларационная кампания и начинается пора отпусков. Основные моменты ликбеза в обзоре Елены Кононовой. На сегодня в Коми 270 тысяч должников, из них более 7 тысяч не заплатили налоги. Хотя, по словам сотрудников профильной службы, это можно сделать по интернету, даже не выходя из дома. На сайте федерального ведомства есть раздел «Личный кабинет налогоплательщика». За 3 месяца работы он стал довольно популярным. Скажем, только за транспортный налог через интернет перечислили более 60 тысяч рублей. Чтобы начать работу, на сайте нужно зарегистрироваться, получить в местной инспекции личный логин и пароль. И уже затем узнать, есть ли у вас задолженность, и погасить ее в онлайн-режиме. Если человек не доверяет электронной услуге, достаточно распечатать уже оформленную квитанцию и оплатить в банке. По такому же принципу работает и сайт судебных приставов. Руководитель регионального управления Дмитрий Шатков напомнил, на носу пора отпусков. На сегодня 2500 жителей Коми не смогут выехать отдохнуть за границей, если не погасят задолженность. По словам главного судебного инспектора, позаботиться о выплате долгов нужно заранее, потому как процедура снятия ограничения на выезд требует определенного времени, минимум 10 дней. До майских праздников осталось 2 недели. Шанс успеть еще есть. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган. Как своевременно узнать о задолженности и погасить ее? Мы обсудили с главным судебным приставом Республики Коми Дмитрием Шатковым. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Неужели получить сведения о собственной задолженности стало проще? Безусловно, на сегодняшний день Федеральная служба судебных приставов очень серьезно относится к вопросу открытости и информированности граждан наших. Разрабатывается много новых способов предоставления информации. И вот сегодня я хотел бы о некоторых из них рассказать. Основными, безусловно, являются это наш сайт, наш банк данных, где сосредоточена абсолютно вся информация о должнике, где можно получить. И одним из самых интересных, на мой взгляд, нововведений является создание мобильного приложения для фактически любого смартфона. Это приложение можно скачать абсолютно бесплатно в магазине приложений, соответствующей той операционной системе, на которой работает мобильный телефон, и установить его себе на смартфон. Я готов продемонстрировать в данный момент. Данное приложение, как можно видеть, с аббревиатурой ФССП, то есть в поисковике ФССП, это Федеральная служба судебных приставов, соответственно. И оно работает элементарно и просто. Можно искать физическое лицо, юридическое, по номеру исполнительного производства, если вы знаете. Один из неоспоримых плюсов данного приложения еще является подписка. Вот если вы можете увидеть, то мой мобильный телефон подписан на меня. То есть в случае возбуждения исполнительного производства на любой территории Российской Федерации автоматически приходит информация и СМС о том, что появилось исполнительное производство. Кстати, у нас есть техническая возможность продемонстрировать этот сайт. Попросим режиссера. Вот вы видите основную страничку нашего сайта, банк данных исполнительных производств. Здесь вводится фамилия, имя, отчество. Давайте я предлагаю вашу фамилию ввести. Сейчас мы все узнаем, вот, какой должок у Дмитрия Александровича. Шатков Дмитрий Александрович. Те поля, которые обязательны, они обозначены звездочкой. Вот хотелось бы мне обратить внимание, что если вылезает такая надпись, что по вашему запросу ничего не найдено, это не значит, что банк не работает, а значит, что исполнительных производств в отношении человека не возбуждено. То есть он дремлет. То есть все спокойно. Но ведь данное приложение, как мы знаем, есть еще в социальных сетях. Да, на сегодняшний день в основных популярных сетях у нас появились такие приложения. Это Одноклассники. Вот мы, я надеюсь, можем увидеть, вот страничка приложения в Одноклассниках. Ситуация абсолютно та же самая, по фамилии, имя и дате рождения, и с указанием региона можно проверить наличие исполнительных производств. Также мы есть в ВКонтакте. Вот такая же страничка. Все имеют одинаковый интерфейс для того, чтобы не путаться. Поэтому при введении фамилии, имя, отчества можно получить информацию. Хотелось бы обратить еще внимание, что необходимо указать регион, в котором вы прописаны, дабы получить достоверную информацию. Спасибо, Дмитрий Александрович. Напомним, у нас в гостях был главный судебный пристав Коми Дмитрий Шатков.